Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Знатульна. И вот о чем сегодня в выпуске. Дорога открыта. Сегодня мы открываем сразу 3 объекта. Объекты, казалось бы, небольшие по километражу, да, но очень важные. После реконструкции в Татарстане открыли 2 новые дороги к аэропорту и Осиново. Чем дороги нового поколения отличаются от прежних, увидел Рамиль Шайдуллин. Лучшие кадетские корпуса Приволжья собрались в Нижнекамске. Военно-патриотическая работа, которая в них проводится, это та воспитательная работа, которая сейчас так востребована. Какие навыки показывают ребята на спартакиаде и что нужно для победы? С места события Гульнара Миниханова. Надежные профессионалы и патриоты страны. Быть частью большой нашей команды, делающей нашу страну великой, это очень почетно. Кто в Татарстане получил премию «Команда Путина», увидел Дмитрий Аренин. Частичная мобилизация в России завершится в течение 2 недель. Такое заявление Владимир Путин сделал сегодня на пресс-конференции по итогам саммита глав стран СНГ в Астане. Как подчеркнул Владимир Путин, в настоящее время мобилизовано уже 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч. Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что в течение, примерно в течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. Линия соприкосновения 1100 километров. Поэтому держать ее исключительно войсками, сформированными из контрактников, тем более, что они принимают активное участие в наступательных операциях, практически невозможно. Вот с этим связана мобилизация. Минобороны вначале предполагала меньшую цифру. Не 300 тысяч человек. Первое. Второе. Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало. И в обозримом будущем я что-то не вижу никакой необходимости. И здесь же в Астане Владимир Путин ответил на вопрос журналиста, как он лично относится к тем, кто покинул страну после 21 сентября. Предпочитал бы давать не эмоциональные, а юридические оценки. Нужно давать в каждом конкретном случае правовую оценку действия конкретного гражданина. Вот кто-то уехал, потому что что-то боится, кто-то уехал, потому что хочет уклониться от мобилизации, а кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае нужно давать правовую оценку и действовать в отношении конкретного человека только на этом основании. Мне кажется, по-другому невозможно поступать. Возвращаемся в Татарстан. Большое событие для нашей республики. Сегодня в Казани открыли сразу 2 значимые дороги. Первая ведет из столицы в аэропорт. Дорожники реконструировали больше 6 километров участка. Вторая из микрорайона Салават-Купере в Казань. Там, где раньше были пробки, удалось увеличить пропускную способность в 2 раза. На церемонию прибыли вице-премьер России Марат Хуснуллин и президент Рустам Миниханов. Одним из первых, кто проехался по новой трассе, стал и Рамиль Шайдуллин. Над дорогой развиваются триколоры, машины ждут начала движения. Этого ждали целых 2 года. Работы завершены. Дорога в аэропорт стала широкополосной. Когда-то аэропорт Казани перевозил меньше 1 миллиона пассажиров. А за прошлый год уже 3 800. И в этом году 3 800, не дожидаясь ничего, несмотря на все сложности. И, конечно же, без такой дороги аэропорт дальше развиваться и работать не может. Марат Хуснуллин и Рустам Миниханов на торжественной церемонии открытия. Сегодня отсюда дали старт движению сразу на 3 российских дорогах. Я хочу поблагодарить руководство страны, нашего президента Владимира Владимировича. Никогда в Татарстане и в стране столько дорог не строилось. И М-12, и М-7, и Шали-Бавлы, частно-государственное партнерство. Это возможно благодаря нашим дорожникам. На видеосвязи Казань и Самара. Дорогие друзья, наши друзья из Татарстана,
В Самаре сегодня тоже открывают участок в центре города и открывают его из Казани. Из узкой дороги сделали широкополосное шоссе, завершив работы на год раньше. В Казани за это же время решили проблему пробок у микрорайона Салават-Кюпере, вдвое расширив дорогу в сторону поселка Осиново. Раньше здесь были многокилометровые пробки, местным жителям приходилось вставать в 5 утра, чтобы успеть на работу и в школу. Сейчас дорогу расширили, установили 4 светофора и автобусные остановки. Эта дорога была запроектирована по нормативам магистральной улицы районного значения в 4-полосном исполнении. В каком виде она сейчас и построена. Были предусмотрены все ограждения безопасности, минимум пересечения в одном уровне. Вдоль жилой застройки везде предусмотрены шумозащитные экраны. Дорогу в аэропорт реконструировали на год раньше срока. Трассу в 6,5 километров из двухполосной превратили в 4-полосную. Она стала и вдвое шире, и вдвое прочнее. Данные типы асфальтобетонов, они более устойчивы к колеобразованию. И если по сравнению с обычными асфальтобетонами, которые подвержены колее уже на 4-й год эксплуатации, данный тип асфальта, он будет там более 8 лет. Встречные потоки теперь разделены металлическим бордюром. На дороге 2 новых путепровода. Перед аэропортом построена разворотная эстакада. Основная часть разворотной подковы состоит из металлоконструкций, которые выпускались, которые делались на нашем Зеленодольском заводе имени Горького. Выполнялась контрольная сборка. Для удобства пешеходов здесь построили и 2 подземных перехода, доступные для маломобильных групп населения, почти такие же, как в Казани или, например, в городе будущего Иннополисе. Внимание, как говорится, даже к мелочам. Стандарты, что называется, самые высокие. Символичным нажатием кнопки дают старт движению на всех 3 участках. По дороге в аэропорт проезжают КАМАЗы строителей с флагами России и Республики на бортах. Движение открыто. То пандемии нам работать не дают, то санкции, то, значит, давление внешнее, то рост ставки. Значит, постоянно что-то происходит. Но несмотря на то, что происходит, мы все равно строим с опережением. В планах дорожников вести работы и дальше согласно национальному проекту. Одна из его задач – увеличение доли протяженности городских дорог до 85%. В ближайших планах построить дорогу до трассы М7 через поселок Залесный-2. А на перекрестке улиц Осиновская и Залесная сделать 2-уровневую развязку. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, Иван Сарафанов, ТНВ, Казань. Сейчас о международной специализированной выставке «Дорога-2022». Она открылась на Казань-Экспо в начале недели. Сегодня Марат Хуснуллин в сопровождении Рустама Миниханова осмотрел отечественные образцы дорожной техники, уникальные разработки в области строительства мостов и дорог, познакомился с материалами нового поколения для укладки асфальта. Здесь же прошло пленарное заседание и заседание комиссии Госсовета России. На 5-летний план дорожных работ в стране направят 13 триллионов рублей и построят 100 тысяч километров дорог. Рамиль Галюлин подробнее. Он при помощи воды схватывается буквально в течение 20 минут. Все дороги сегодня ведут в столицу Татарстана. В 3 павильонах Казань-Экспо сотни экспозиций ведущих российских компаний. От дорожно-строительной техники до новых технологий в обеспечении безопасности дорожного движения. С разработками знакомятся Марат Хуснуллин и Рустам Миниханов. 6 камер, которые позволяют контролировать обстановку на 360 градусов от автомобиля. Московские специалисты презентуют видеорегистраторы нового поколения. Эти небольшие камеры способны отслеживать координаты, скорость движения и даже распознавать лица. На вооружение автоинспекторов по всей стране они поступят в следующем году. Дозор позволяет фиксировать лица и сличать с базой данных. В принципе, сотрудник может в оперативном режиме выявить человека, который находится в федеральном розыске, например. Да? А это совместная разработка университета Иннополиса и госавтоинспекции. Так татарстанские специалисты внедряют VR-технологии для сдачи теоретического экзамена ГИБДД. С помощью специальных очков те же самые вопросы моделируются уже в 3D-формате. Вот мы сейчас, например, видим трассу М7. Здесь отображаются основные технические характеристики для того, чтобы рассчитать, сколько денег нам нужно. Это своего рода программа для инвентаризации дорог страны. На цифровую систему контроля дорожных фондов регионы перейдут весной 2023-го. Задача СКДФ, коротко, очень простая. Первое – это проинвентаризировать все дороги
Российской Федерации, а это ни много ни мало 1,5 миллиона километров дорог. То есть каждый метр дорог мы знаем, из чего он состоит, когда он был построен. И имея, собственно, физику дороги и деньги, которые у нас есть в Федерации и у регионов, мы можем сложить и понять, а какие же, собственно, ресурсы необходимы для того, чтобы привести все дороги в нормативное состояние. Весьма неожиданное решение нашли дорожники из Ленинградской области. Специалисты прокладывают настоящий ягодный путь. Они производят асфальт с запахами клубники, малины и ванили. Например, если мы возьмем аромат розы, он в обычном черном асфальтобетоне, но при этом пахнет розой. А вот этот запах чем добивается? Вот как получается, вот, например, клубники? Специальные ароматизаторы дорожные. Целый павильон посвящен строительству трассы М-12. Это говорит о масштабности проекта для всей страны. Здесь представлены все регионы, через которые пройдет автомагистраль. Марат Хуснуллин, Игорь Левитин и Рустам Миниханов по видеосвязи открыли участок трассы во Владимирской области. Никогда у нас такого не было, чтобы мы 2 года назад, приняв решение о работе, не имея ни одного листа проектно-сметной документации на тот момент, мы переложили все сети, а у нас более 1000 сетей пересекала эту трассу. Эта дорога, во-первых, она по масштабу мирового уровня. Никогда еще в нашей стране за такие короткие сроки дороги такого масштаба не строились. Сегодня есть проблема с восточным коридором. И я думаю, что эта дорога поможет разгрузить железнодорожный транспорт, который сегодня работает на пределе в этом направлении. И я хочу пожелать вам успехов. О развитии дорожной отрасли страны говорят на пленарном заседании. Участников по видеосвязи приветствует премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, форум стал знаковым событием для дорожно-транспортного комплекса всей страны и не случайно проходит в Казани. Через столицу Татарстана пройдет стратегический путь из Европы в Западный Китай. 2 года назад был дан старт строительству первого участка магистрали М-12. По решению президента в дальнейшем она будет проведена до Екатеринбурга и далее до Челябинска. Правительство оказывает необходимую поддержку, чтобы работы велись опережающим темпом. По словам Марата Хуснуллина, строительство дорог в стране идет высокими темпами. Многие объекты сдаются опережением графика. В порядок приведены 75% федеральных и почти 50% региональных трасс. По словам вице-премьера, в этом году принята 5-летняя программа развития дорожной отрасли. За это время в стране должны преобразить 85% дорог. На это выделен рекордный бюджет. 13 триллионов – это гигантская сумма. Это сумма, которая позволяет системно выстроить всю работу. Под эти деньги мы, кроме того, что отремонтировать и построить дороги, мы должны выстроить систему управления, в том числе контроля качества. Это важнейший вопрос сегодня. Потому что если мы 13 триллионов потратим на некачественные дороги, и потом они все развалятся, ну тогда грош нам всем цена. Мы вот за эти деньги все должны сделать. Мы должны выстроить полноценную систему управления дорожным хозяйством. В Татарстане общая протяженность дорог больше 40 тысяч километров. В республике реализуется ряд крупных проектов. Это М-12, М-7 в обход Нижнекамска и Челнов. Эта трасса свяжет республику, не только республики, а вот наши автомагистрали с регионами Поволжья, Центральной России и Урала. А также дадут дополнительный импульс к развитию промышленного потенциала. В Татарстане большой опыт по совершенствованию сети местных дорог. Этот опыт предложили перенять и другим регионам. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев и Данил Филатов. ТНВ. Казань. Здесь же на Казань-Экспо Марат Хуснуллин провел совещание по вопросам развития автодорожной сети страны. В частности, международного транспортного коридора Запад-Восток. Детям мобилизованных татарстанцев выплатят по 20 тысяч рублей. Постановление Кабмина Республики подписал премьер-министр Алексей Песошин. Такое решение принято для повышения уровня социальной защищенности. Единовременная денежная выплата полагается на каждого несовершеннолетнего ребенка мобилизованного. Выплата не будет учитываться при расчете других мер социальной поддержки. В Нижнекамске открылась спартакиада кадетских корпусов Приволжского федерального округа. На соревнования приехали 100 лучших воспитанников окружных кадетских корпусов из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, а также Нижегородской области. За 3 дня ребята покажут свои навыки в военной подготовке, творческие способности, академические знания и спортивные достижения. Спартакиада среди кадетов проводится в 6-й раз для поддержки кадетского образования. Сегодня у ребят была возможность пообщаться с героями России Алексеем Кораблевым и Александром
Супанинским. Оба участники чеченской кампании. Репортаж Гульнары Мнихановой. По плацу чеканя шаг идут лучшие кадеты Поволжья. Здесь 100 ребят из 5 кадетских корпусов. Сильные, статные, целеустремленные. Рифат Шафиков мечтал стать военным с раннего детства. Необходимо проводить такие мероприятия, так как весь народ может увидеть весь потенциал кадетских корпусов в нынешнее время. Мы должны одерживать победы и стремиться к большим успехам. Капитаны башкирского и татарстанского кадетского корпусов были удостоены чести поднятия флагов России и Татарстана. Нижнекамск принимает эстафету слета у башкирского города Ишимбай. В Татарстане 15 кадетских школ. В них учатся 4000 ребят. В Нижнекамск приехали лучшие кадеты башкирского, татарстанского, удмуртского, чувашского и нижегородского образовательных учреждений. Участников приветствовало руководство округа. Воспитание настоящих патриотов в ситуации, когда сама история проверяет на прочность людей, наверное, это ключевая задача, становится ключевой задачей нашего государства. В настоящее время кадетские корпуса Приволжского федерального округа задают стандарт современного образования, и военно-патриотическая работа, которая в них проводится, это та воспитательная работа, которая сейчас так востребована. Урок мужества от настоящих героев. На встречу с ребятами приехали Алексей Кораблев и Александр Супанинский. Оба отличились в боевых действиях в период Второй Чеченской войны. Я был сержантом, командиром отделения, потому что от меня зависело много, как ребята себя поведут в бою. Я был ранен просто в первые минуты боя. Первый боевой опыт Александр Супанинский получил при отражении атаки боевиков на блокпост. Был контужен и ранен, но остался в строю. За проявленный героизм при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе получил звание Героя России. Сейчас воспитывает 3 детей. У меня у самого сына растет в 5 классе. Учится. На ребят смотришь, они на самом деле уже совсем по-другому воспринимают жизнь, мировоззрение у них изменилось, потому что в связи с такой нелегкой обстановкой, которая сейчас и до этого уже нагнеталась, 8 лет, ребята уже по-другому начинают понимать, осознавать, что в мире происходит, как себя надо вести, что от него ждет общество, но что он дальше должен делать. Наше общество, наши ребята, люди, они любят свою родину, любят своих близких, и они готовы отдать свой долг, чтобы у нас все было хорошо. Каждый человек боится, но в экстренной ситуации человек как-то борется с этим. Алексей Кораблев был призван на службу в 21 год. Попал в мотострелковый взвод, который направили в Чечню. Во время боя вместе с командиром он прикрывал своих ребят. В этот же день они оказали помощь тяжело раненому офицеру из разведгруппы. Сутки несли его на себе до ближайшего медпункта. За проявленный героизм Алексею присвоили звание Героя России. Люди должны служить своей родине. Мужчины, я так скажу, должны быть защитниками своей семьи, своего отечества. Я думаю, что она всегда актуальна, эта тема. Герои России живут среди нас. Вот и сегодня кадеты не упустили возможности. Каждый пытался задать свой вопрос. Общаетесь ли вы сегодня со своими боевыми и армейскими товарищами? Общаемся. Буквально вчера созванивался с Ижевска. У нас Владыкина Евгений, он в пожарке работает. В воскресенье его забирают, повестка пришла. Чему вас научила армия? В армии ты становишься, на самом деле, каждую неделю из тебя делают настоящего мужчину. Вот эта вот сплоченность, и как ты себя ведешь и выполняешь приказы, это очень много влияет потом на дальнейшую жизнь. Когда ты знаешь, ты с ними ешь с одного котелка, пьешь с одной чашки, так скажем, да, идешь, можно сказать, искать смерть в одном строю, и ты знаешь, что товарищ прикроет твою спину, ну, есть какие-то ощущения, есть какая-то гордость. Урок мужества завершен. Впереди соревнования. Одно из заданий – строевая подготовка.
Будущие защитники Отечества стремятся к победе и в спорте, и в знаниях. Здесь, на Приволжской спартакиаде, они демонстрируют свои академические знания, физическую выносливость, творческие способности и навыки в военном деле. Итоги подведут 15 октября. Тогда и станет известно, чей кадетский корпус лучший. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Казань сегодня стала одним из 20 городов страны, где впервые вручили новую российскую премию «Команда Путина». Ее учредил Общероссийский народный фронт. Про ее обладателей говорят, они надежные профессионалы и настоящие патриоты. Первыми лауреатами премии еще в августе стали жители Донецка и Луганска. Это врачи, сотрудники МЧС, ЖКХ, которые, несмотря на обстрелы ВСУ, продолжали профессионально выполнять свою работу. Сегодня в Татарстане знаки отличия получили еще 18 человек. С нашей командой Путина познакомился Дмитрий Аринин. В период усиления пандемии новой коронавирусной инфекции дежурила по ночам и в выходные. За такой труд премию «Команда Путина» сегодня получила старшая медсестра 18-й Казанской больницы Филсина Гайнудинова. Как говорит медик, часы на работе она не считала. Бывало, дежурила сутками. Главное – помочь людям. Уход, внимание и глазами, и словами, и руками уж однозначно, и душой. Если любишь свою профессию, если хочешь людям помочь, это трудности, это абсолютно не чувствуется. Премия «Команда Путина» по-настоящему народная награда для профессионалов своего дела и настоящих патриотов страны. Казань стала одним среди 20 городов, где вручается премия. И это неудивительно. В нашей республике много активных и неравнодушных людей, которые каждый на своем месте делают огромную работу на благо России и Республики Татарстан. Директор Республиканского центра «Форпост» Тимур Камалединов еще один лауреат премии. Активист занимается патриотическим воспитанием молодежи и в этом году несколько раз выезжал с гуманитарной миссией на Донбасс, разбирал завалы и вывозил детей на отдых в безопасное место. Очень воодушевляет, потому что ты понимаешь, что действительно это молодежь, именно молодежь, она рада тому, что они наконец-то стали снова Россией. Я всю свою жизнь посвятил тому, что занимаюсь патриотическим воспитанием. И эта награда, такой официальный пунктик того, что я являюсь частью нашего президента, естественно, очень здорово, и это вызывает огромную гордость. Один из рыбаков провалился под лед, находился в воде и из последних сил держался за край льдины. На помощь двум рыбакам пришел экипаж Дениса Макеева. Инспекторы ГИМС заметили утопающих во время патрулирования Волги и спасли людей. Горд и рад, что мне оказана такая высокая честь, что поступки людей не остаются незамеченными. И я очень рад находиться в команде президента нашей страны. Отличительные знаки команды Путина сегодня получили 18 татарстанцев. Это медики, аграрии, экологи, работники промышленных предприятий, активисты, которые выезжали на Донбасс и помогали местным жителям. Они на своем рабочем месте делают ту работу, которая и составляет успех дела, составляет иногда, когда это в тяжелейших условиях, и подвиг. Вот поэтому это, на мой взгляд, вот такими бывают великие граждане, которые делают свою великую страну. В России премию «Команда Путина» получили более 200 человек. Как говорят, возможно, это только начало. Дмитрий Аринин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. В этом году отмечается 35-летие основания Республиканской общественной организации ветеранов. Торжественная встреча сегодня прошла в Казанской филармонии. В зале гости со всех районов Татарстана. Это представители организации, трудовые династии, железнодорожников, нефтяников, химиков, врачей и учителей. Большой коллектив с юбилеем от имени президента поздравил председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Он отметил, ветеранская организация вносит огромный вклад в общественную жизнь республики. Сегодня в нее входит около 900 тысяч человек, 795 из них до сих пор трудятся, являются депутатами местных органов власти. В рядах общества люди неравнодушные к судьбе республики и страны, подчеркнул Фарид Мухаммедшин, и попросил ветеранов больше времени уделять работе с молодежью, чтобы передавать профессиональный опыт и воспитывать патриотизм. Неоценима заслуга старшего поколения, чьими руками ковалась победа и создавалась республика, в становлении славных ратных и трудовых подвигов, патриотического воспитания молодежи, укрепление преемственности поколений, формирование уважительного отношения к семье. Вы
пример для подражания. Будьте такими. Долгих лет здоровой жизни. С наградами вас. Спасибо. Потребительский рынок выходит из зоны пике. Когда торговые сети, общепит и сфера услуг восстановятся после катастрофического 2022 года, читайте в интернет-газете «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. Далее рубрика «Смыслы» с Тимуром Бекмурзиным и прогноз погоды. До встречи. Здравствуйте, с вами Тимур Бекмурзин, и это рубрика «Смыслы» на ТНВ. Мы живем в очень интересное время, когда все быстро меняется, порой непредсказуемо быстро. Хорошо это или плохо, но теперь практически любое высказывание, заявление такого политика мирового масштаба и лидера, как Владимир Путин, способно менять геополитическую и геоэкономическую реальность. Менять практически у нас на глазах. И в этой связи все с нетерпением ждали выступления Путина на пленарной сессии крупнейшего энергетического форума в стране Российской энергетической недели. Об участии нашего президента было заявлено заранее, а вот выступление заранее не анонсировалось. Что ж, тем любопытнее было наблюдать за реакцией наших западных в кавычках партнеров. Для них новости невеселые, надвигающиеся энергетические и продовольственные кризисы в любом случае станут реальностью. Причем кризис в энергетике, скорее всего, и долгоиграющий. Эту зиму европейцы переживут, пока непонятно, насколько спокойно, следующий будет также непредсказуемый и тревожный. И в этих своих бедах Европа и США виноваты сами. Прежде всего, виноваты из-за необдуманной санкционной политики, которая подрывает не только сотрудничество с Россией, но и мировую экономику в целом. Второе, о чем заявил Путин, это новое распределение газовых потоков в мире. По факту оно уже давно идет из-за, опять же, непредсказуемых действий и решений ЕС и США. Россия активно ищет альтернативу европейскому газовому рынку в Китае и Индии. Понятно, что это стоит денег и требует определенного времени. Есть и альтернатива в Европе, но сейчас из-за диверсии на северных потоках, заказчик которых и конечный бенефициар, как сказал Путин, нам понятен, мы можем перебросить утраченный объем газа с направления Германии в направлении Турции. Проще говоря, не тратить время и деньги на ремонт северных потоков, а нарастить и существенно нарастить турецкий поток. Если, конечно, в этом будет заинтересованность у стран ЕС. А то, что она будет и есть, можно не сомневаться. Фактически, это означает, что не Германия, а Турция становится крупнейшим газовым хабом для всей Европы. Новость для немцев, на мой взгляд, убийственная, практически ставящая крест на планах мощного промышленного развития страны. Я даже боюсь предположить, какие претензии немецкие промышленники предъявят канцлеру Шольцу. Воспользуется ли Турция таким подарком? Тут даже вопросов быть не может. Официальные лица этой страны, уверен, уже сейчас просчитывают варианты, перспективы, маршруты, затраты и, конечно, возможные прибыли. Есть ли смысл нам это делать? Наверное, есть. Такие заявления первого лица страны просто так не делаются. Но я бы еще обратил внимание на другие заявления Владимира Путина, которые прозвучали на Российской энергетической неделе. Все эти зарубежные потоки и мировая торговля газом – это хорошо, но где гарантии, что диверсии не продолжатся? Риск всегда остается, ведь известно, что и теракт планировался на турецком потоке, его просто удалось предотвратить спецслужбам. Какая же тогда альтернатива, как минимизировать риски, а лучше свести их к нулю? Правильно, за счет развития газификации внутри страны, строительства газопроводов на территории России, подключения к ним населения, социальных, промышленных объектов, малого и крупного бизнеса. Поручение президента выделить дополнительные средства на подключение наших граждан к газу. Такая субсидия должна быть не меньше 100 тысяч рублей. Регионам, у которых на это не будет хватать средств, окажут поддержку за счет федеральных ресурсов. Газ – это народное достояние, и очень хорошо, когда эти стратегические ресурсы работают на благо экономики страны и конкретного человека. Это была рубрика «Смыслы» на ТНВ. До свидания. Здравствуйте! В студии Гульшат Гельмуллина. Дождливый циклон постепенно сдает свои позиции, и к субботе осадки прекратятся. Подробности совсем скоро. Новая акция от Данем Мастер. 10% скидка на заказ любой корпусной мебели. Только до конца октября. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166.
По данным сервиса Яндекс.Погода, в субботу в Бугульме, Бавлах, Азнакаево переменная облачность. Ночью небольшие дожди, а днем уже без осадков. Температура в дневное время около 6 тепла. В набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге прохладно, но осадков уже меньше. Температура воздуха ночью около 5 тепла, а днем температура до плюс 7 градусов. Небольшой дождь в ночное время. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше ветер стихнет, днем около 7 градусов тепла. В Арске, Кукмаре, Балтаси облачность переменная. Пройдут дожди ночью и утром, днем без осадков. Температура днем до 6 градусов со знаком плюс. Облачная погода в Болгаре, Держаном, Буинске. Ожидаемая температура в дневное время не выше 7 градусов тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше прояснится. Ночью не исключены осадки и около 5 тепла. Днем около 6 градусов выше нуля. В субботу будет облачно, но теплее. Осадки не ожидаются. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности и предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы в турецких лирах, китайских юанях и казахстанских тенге. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. В рамках акции «Выгодный ВЭТ для бизнеса» Банк Аверс предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Санчи – сокровище китайской медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. 20 октября в аптеках Фармленд на Санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. В Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами дожди. Ночью около 4 тепла, днем не выше 7 градусов тепла. Ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 86%. Магнитное поле Земли спокойное. Таковы новости о погоде на предстоящие сутки. Солнечного вам настроения и до скорых встреч!